Вопрос строительства типового здания Тампонской гимназии в поселке Хандыга стоял с момента открытия образовательного учреждения. Все 20 с лишним лет учебный процесс проходил в двух приспособленных зданиях. Не хватало своих производственных помещений. В последние годы заниматься стало еще сложнее, поскольку на месте старой прогимназии началось строительство новой гимназии. Обучение проводилось в одном здании и были задействованы все площади. Закладка первой сваи нового здания Тампонской многопрофильной гимназии состоялась осенью 2018 года с участием Вячеслава Штырова, второго президента Республики Саха-Якутия. А через 2 года, 19 декабря, в райцентре Тампонского улуса состоялось долгожданное открытие двухэтажного каменного здания многопрофильной гимназии, в котором принял участие глава Якутии Айсен Николаев. Благодаря решениям президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, благодаря программе развития социального центра экономического развития Дальнего Востока, которая принята благодаря Юрию Петровичу Туркову, ваша гимназия попала в эту программу, и благодаря федеральному финансированию за короткие сроки, если вот с 2018 года это все началось, мы уже в конце 2020 года, несмотря на пандемию, несмотря на все проблемы, вводим новое здание. Я всех вас искренне поздравляю с этим, на самом деле, для вашей гимназии великим событием. В новой гимназии учебные кабинеты оснащены современным лабораторным оборудованием. Есть кабинеты социально-психологической службы, детского движения, большая библиотека и универсальный зал со сценой и тиром. Тампонская многопрофильная гимназия была открыта в 1998 году как инновационное образовательное учреждение повышенного уровня. Обучение в гимназии начинается с 5 класса. С 8 учащиеся переходят в предпрофильные классы – гуманитарный, физико-математический и естественный. А в 10-11 классах обучаются по индивидуальным учебным планам. В этом учебном году в гимназии на 220 мест в 16 классах комплектах обучается 234 учащихся. Тампонская многопрофильная гимназия славится как своими учениками, так и учителями. За 20 с лишним лет практически полностью обновился педагогический состав. В последние годы ряды учителей пополняют молодые специалисты. С 2017 года дружный коллектив гимназии возглавляет Петр Новгородов. Я как вчера помню, в 2018 году, 1 сентября, мы проводили закладку первой сваи нашей гимназии. И вот время быстро очень пролетело, и вот сегодня у нас срок состоялось торжественное открытие нашей гимназии. Проведена, конечно, за 2 года очень большая, огромная работа. Спасибо нашим строителям, руководству страны, Айсену Сергеевичу, правительству, нашему главе администрации, службе государственного заказчика. Мы постараемся все сделать, чтобы образование велось в нашей гимназии качественно, чтобы наши учащиеся достигали новых вершин, успехов. Мы готовы сегодня реализовать все проекты, которые мы планируем осуществлять. Учащиеся Тампонской гимназии успешно проходят государственную итоговую аттестацию. Результаты по обязательным предметам на протяжении 22 лет остаются стабильно высокими. ОГЭ 70 – 100% качества, ЕГЭ 60 – 100% качества. Выпускники гимназии поступают в вузы страны от Москвы, Санкт-Петербурга до Владивостока, являясь конкурентоспособными в современном мире. Успехи школы – это личные успехи каждого ученика и его учителя. За эти годы гимназия выпустила из своих стен свыше 50 серебряных и почти столько же золотых медалистов. Высокое качество обучения в гимназии подтверждают результаты единого государственного экзамена и основного государственного экзамена. Ежегодно наши ребята очень хорошо сдают экзамены, высокие показатели мы имеем по ЕГЭ, по русскому языку, по математике, по истории,
по обществознанию, по физике, по информатике. Средний балл по русскому языку 78. Средний балл по математике 72. Данные баллы говорят о многом, о том, что дети мотивированы, а педагоги, которые обучают детей, имеют очень высокий уровень подготовки. Самые любимые уроки для гимназистов среднего звена – это уроки технологии и физкультуры. И не мудрено, ведь ни спортзала, ни мастерских раньше не было. Теперь есть 2 кабинета технологии. Для мальчиков он оснащен современными станками для работы по дереву, металлу, рабочими местами с инструментами. Первое время учатся работать с ручными инструментами, и к 8 классу они должны работать уже со всеми станками, научиться работать. Во время работы я не зажимаю их в рамках, даю фантазии развиваться, и детям это очень нравится. Они делают все, что хотят, имеется в виду фантазия, да, эскизы, чертежи, работают по своим эскизам, чертежам, я только их направляю. Как говорится, развитие не стоит на одном месте. Мы сейчас планируем в ближайшем будущем закупить лазерные установки, ЧПУ для обработки дерева, фрезерные станки. Ребята должны научиться работать не только с ручными инструментами, но и развиваться, например, в IT-направлении, да, чтобы сами делать на программах в компьютере детали и потом это вырезать на станке. Тут каждый юноша – творец. Он сам может придумать что-то необычное, оригинальное и потом сделать своими руками. И это важно. Вот у каждого ученика есть свое рабочее место. Вот это мое рабочее место, оно оснащено стандартными инструментами для работы ученика. Мне нравится урок технологии, я на него всегда хожу и всегда выполняю домашнее задание. Мне он нравится, и чтобы я, когда был взрослый, я не ходил кому-то, чтобы я деньги платил, чтобы мне что-то сделали, я лучше сам все сделаю. В первой четверти на уроке технологий мы в основном писали конспекты, но наконец-то настала вторая четверть, и мы начали делать практику. Практичная работа мне очень нравится, так как мы позволяем себе сделать все своими руками и потом подарить это либо женщинам, либо же самому себе сделать какой-то приятный сюрприз. Допустим, моя практическая работа была разделочная доска. Я еще ее не сделал. Это, в принципе, легкая работа. Она выполняется с помощью ручного ювелирного лобзика. Я ее практически доделал, и когда я ее доделаю, я подарю на Новый год маме ее. У девушек тоже свой отдельный кабинет технологии. Для будущих хозяюшек он оборудован швейными машинками. Есть своя мини-кухня с холодильником, печью, кухонной утварью. Тут они на практике учатся кройке, шитью и азам кулинарного мастерства, которые пригодятся им в жизни. На уроке технологии мы учимся шить и готовить. И вот именно на уроке технологии я научилась готовить разные пироги, например, даже пиццу научилась готовить, и там макароны, всякое такое. Также у меня появился интерес к шитью, я могу шить маленькие игрушки, и даже можно даже игольницу шить и так далее. Мне очень нравится урок технологии, это мне открывает новые интересы, и также могу, наверное, найти так свое новое хобби. С сентября этого года в гимназии создан Центр образования «Точка роста» естественно-научного и технологического направлений, на базе которого планируется активизация исследовательской и проектной деятельности учащихся. Центры «Точка роста» – это модель уникального образовательного пространства для школ в селе и в малых городах, позволяющая обеспечить равные условия для получения учащимися качественного образования. В обновленных классах ученики смогут осваивать передовые технологии и развивать таланты. С переходом в новую гимназию у нас появилось гораздо больше возможностей для саморазвития. То есть у нас открылись цифровые лаборатории, поставили новые компьютеры. И учиться, помимо теории, больше практики стало в нашей повседневной жизни. Это все очень интересно.
и хочется еще больше обучаться. Мы все довольны тем, что теперь каждый может рассмотреть в микроскопе что угодно, ну, препарат имеется в виду, и мы можем рассмотреть модели, допустим, скелетов и так далее. Также мы ждем до поставки новых оборудований, чтобы еще больше узнать что-нибудь новое. В Тампонской гимназии есть все условия не только для учебы, но и отдыха и полезного времяпрепровождения. Дети с удовольствием занимаются в спортивных секциях по волейболу, настольному теннису, шахматам, пулевой стрельбе. Накануне Нового года впервые состоялась спартакиада среди обучающихся гимназий на призы Деда Мороза по волейболу, настольному теннису, шахматам и пулевой стрельбе. Также ребята с интересом посещают кружки английского языка, рукоделия, дебаты и пресс-центр. В этом учебном году открылся новый кружок «Робототехника», который поддержала компания «Полиметалл» и благодаря которой были приобретены конструкторы по робототехнике. Я собираю вот этого робота уже уроков 3. Он достаточно сложный. На нем еще надо будет установить много программ, чтобы он двигался, ехал и еще бился. С самого основания гимназии славу ей приносит и танцевальный коллектив «Нежность» под руководством Айланы Охлопковой. Ансамбль по праву считается визитной карточкой образовательного учреждения. Я попала сюда с 3 класса, несмотря на то, что сюда идут после 5-го, потому что я всегда хотела танцевать, и меня позвала подруга, мы пошли, и теперь я уже хожу 6-й год, получается, сейчас я в 9 классе, выпускной класс, нагрузка очень большая, но тем не менее мы стараемся не пропускать, так как это очень важно для гимназии, потому что мы визитная карта, и мы открываем практически все мероприятия, и вообще мне это очень нравится. У Тампонской многопрофильной гимназии имени Вячеслава Штырова славное прошлое, но не менее яркое и сильное будущее, которое создают ее ученики и учителя.